А для моих родителей, типа, певичка равно проститутка. Проститутка. Не было работы, учебы, отношений. Меня реально знали просто как лысую невесту, мне было дико обидно. Замуж, ну и очень спасибо. Раньше как было? Раньше было так, что у них всегда были лейблы, продюсеры, им всегда все писали. А сейчас появились девушки, которые пишут сами, делают все сами. Самородки. Давайте все вместе go. Серьезно? Yes, let's go, let's go. Как это сделаем? Они просто будут здесь стоять, и мы будем, типа, попробуем. И мои родители вообще, не понимали, почему ты хочешь в бизнес, мы тебя поддерживаем. Обычная история наоборот. Я проснулась, стеклышки все вот так вот розовые потрескались, рухнули. У женщин тоже есть свой голос, то мы можем говорить, что мы можем наравне с мужчинами петь, читать рэп и выходить на такие-то уровни. Впереди только поющие трусы. Эй, слышь, call the police, тут Мулана сияет, Райкана муфлет! Женская волна новая, алло. Давай. Да. It's Ray Ray, Ray Ray, yeah. Ауди мама. See you. Короче, Да, на улыбке. После теперь сразу. В принципе, вы пришли на смену какой-то вот этой той сцене, да, на смену вот того момента, когда музыка существовала и находилась в рамках вот каких-то и развивалась в рамках каких-то тоев, частников, корпоративов, да, и всего остального. Вот вы вообще к этому времени как относитесь? Вы его застали или нет уже? я в нем участвовала. Но с 17 лет до 20 я в этом участвовала в составе группы Франсуа Паскаля. И, то есть по всем городам Казахстана, то есть это там маленький той, какой-то частный, иногда даже там правительственный стадион. И, на тоях, то есть в какой-то момент это мне надоело. Потому что это всегда одно и то же, но это были очень хорошие деньги. Новая волна. Ну, вот здесь вот что принципиально поменялось? То есть... Люди поменялись, потому что их аудитория стареет, а вся молодежь, Поколение. она, к сожалению, сейчас слушает интернет. То есть сейчас даже те же самые лайв-концерты и так далее. То есть ты сейчас все можешь сделать, если у тебя есть публика в интернете. Ты сейчас очень могуществен, если у тебя есть публика в интернете. Поэтому мне кажется, что то уходит уже на задний план. И даже те же самые то, я думаю, что не будут, как сказать, их не будет, так много после карантина, потому что уже, в принципе, майндсет людей очень сильно поменялся. Мне кажется, Ну вот если бы вас сегодня Я думаю, что да. позвали бы на какой-то корпоратив, на какой-то той в Астану, там, не знаю, первым классом, Меня зовут иногда. Я не выступаю на той, я ни разу не выступала на той. Просто это мой какой-то, у меня есть какие-то свои личные принципы. И это как убеждение, да, какое-то? Да, я не езжу. Но у меня есть, я выступаю на каких-то частных мероприятиях, если мне это интересно, если мне это нравится, если я, допустим, знаю, допустим, каким-то там дяденькам, где там 20 дяденьких крутых, и ты перед ними выступи. Лично я принципиально просто этого не делаю. Нет, просто я если могу ты, выбрать. представь, ты выйдешь на той, и ты понимаешь, темная спина, и бабушка такая сидит. Вот, да. То есть и аудитория там будет не наша. Да, я выступала на свадьбе. И когда вот Джалу только вышел, демонстративно начали выходить взрослые из зала? Из зала, да. Они просто начали, знаешь, вот прям смотреть так, типа, что за уяд, что за позор. И я просто помню после этого не выступаю на свадьбах. Я выступила однажды тоже, это был один бар. Я тоже не очень люблю выступать, в каких-то барах очень ночью поздно. И я выступила, и потом по мне официантка подошла и говорит: вас там зовут стол, можете подойти? И я так оскорбилась, я же просто достаточно эмоциональна.
кто меня зовет за стол. Я сначала не поняла. Потом я поняла, что там какие-то, она говорит, там наши VIP-гости. Я ей сказала, вы передайте своим гостям. До свидания. Мне кажется, я одна ни таких... разу не выступала, потому что я одна боюсь таких вещей. Потому что частники, они считают, что они тебя купили. Чуть-чуть не в ритм, ясно. Чуть позже, да? Не, наоборот, раньше? Лучше в ритм, да. Всё, да. I'm Да, doing прям my раскрой. shit. Может быть, наоборот, типа, или I'm doing my shit. Мне нравится, когда Нет, на мягко, shit, да, да, на мягко shit, берет. да. Просто чуть-чуть позвонче. Окей, давайте. Let's go. Ну, на самом деле, такое отношение было, повсеместное, мне кажется, к певицам, да, даже я вспоминаю себя. То есть мне сейчас реально стыдно, чудовищно стыдно за то, что я так думала, но в какой-то момент было ощущение, что, казахстанской, что все вот эти мероприятия такие, какие-то полублядские смотрины. Ну, честно, когда там сидит какая-то компания, да, какой-то узкий круг, приглашает каких-то певиц, это немножко все попахивает каким-то блядством. И мне кажется, что мне ужасно стыдно, но это было такое общепринятое мнение. Но это есть. Поющие трусы. Сейчас, реально поющие трусы. Но сейчас же не так. Но у меня даже мама Мужчинам. говорила, то есть она, они люди старшего поколения, и те, кто занимаются музыкой, это сейчас, после того, как она уже видит, что я делаю, как это работает на самом деле. А для моих родителей, певичка равно проститутка. Проститутка. Это вот так было, знаешь, это же певички, это же... А у меня родители ученые, и для них это вообще что-то такое. А я еще до этого была танцовщицей, это вообще... Папа вообще думал... Это хуже, чем певичка. Да, это вообще что? Это танцовщица? Неважно, что ты там пашешь по 6 часов, растяжка, балет, стриптизерша. Нет? Это же такое у нас. Да, это вот часть нашей... Сейчас такого же нет уже, или все равно осталось? Мне кажется, потому Мне что кажется, это что вы с всё-таки собой принесли что-то. Мне кажется, что вот мы это и стали меняем. более самостоятельные Это просто. восстановится Мне меньше, кажется, но оно мне кажется, есть что ещё. такие люди, вот эти наши... как мы. Нет, это вот молодое поколение музыкантов, Так. оно это меняет, потому что мы превращаем это, мы доказываем и показываем людям, что это такая же профессия, на которой мы работаем, и что вы не имеете права нас обесценивать наш труд и как-то его принижать. Звать к столику. Да, потому Да. что раньше, мне кажется, почему вот ты спрашивала, да, почему так было сейчас, а сейчас нет. Опять-таки, вот как говорила я, что раньше люди как будто бы не знали, как что-то делать сами, и у этих девчонок, у 3 девчонок какой-то бенд, у них есть какой-то мужчина, который их продюсер, и которому важно заработать на них, поэтому он их одевает как хочет, пихает на любую тусу, вот вы Если выступаете. им сказали подойти к мы вам- столику, он говорит, вы идете к Потому столику. что он от этого заработает. Бизнес-проект. Да, а сейчас, так как ты можешь делать все сам, ты сам можешь выбирать, на такую тусу я иду выступать, на такую не иду. У меня какие-то есть приоритеты, у меня какие-то есть свои ценности, да, и я сама выбираю, что и как хочу. А если будет там условно 70 лет какому-нибудь депутату? Нет. Деньги бешеные. Нет, 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 По нет. 100 тысяч. Нет. Привет. Заходите. Спасибо, что позвала нас, пустила. Да, конечно. Ой, какой красивый двор. Это кто занимается садом? Бабушка с дедушкой. Бабушка с дедушкой? А дом какой большой. Вы все вместе живете? Да. Получается, бабушка, дедушка, ты. Бабушка, дедушка, я, дядя и его семья. Такая прям большая-большая семья, да? Угу, восточная большая семья. Господи, мы в комнате Райханы Мухлис. Как классно. И красный Ленин возле кровати. Она забывает, как его зовут, она называет его Руслан. Ленина? Ты не знаешь, кто это? Тебе крупно повезло. Да, и, в общем, да, я решила оставить эту стену. Я решила чуть-чуть, знаешь, кусочек Нью-Йорка как-то к себе в комнату. Классно. Ну вот здесь и бабушка с дедушкой, да? Да. Какие хорошие фотографии. А это ты, да. Ну, я с детства расскажу, какие они были. Угу. Они с 3 лет нас посадят и давай петь вдвоем, сестренка. Нам некогда, они насильно заставляли. Садитесь, давайте, мы споем вам. И вдвоем забегают и поют. А такие они были. Она такая самостоятельная. Самостоятельная. Она такая вот любит добывать своего. Вот, Добиваться такая, своего. Добивать. Вот то, что хочет, она добьется всегда. Вот мы всегда гордились. А музыку ее слушаете? Конечно, каждый раз.
Когда новая Новая песня песня? выходит, она скажет, еще не скоро. Вот жду, когда вы... Ну, у вас такая традиционная семья, да, большая. И то есть вы против не были, что такие артистичные, Нет. Ну, мы что же современную все музыку. такие современные бабушки, дедушки. Мы такого у нас нет. Я его попросил здесь, конечно, не грубые слова, конечно. Я попросил, будешь учиться? Буду. Точно? Я тебе вопрос задаю, я ему сказал. Или любовь, или учеба. А, да, вот так Я ей стоял. прямо конкретно, она маленькая девочка, я конкретно я ему сказал. Она сказала учеба. Тогда я уверен, тебя отправлю. Нет, он имел в виду, как бы ты сконцентрируешься на своих целях, или же ты, потому что у нас в культуре очень рано девушки выходят замуж, ну и очень, спасибо, очень Она часто. моя доверие оправдала. Она как обещала, и так и Он имел в виду, что я учился. сейчас тебя отпущу так Ты меня не далеко. подводил. Мы все-таки поддержали его. Да. Сделаем концовки. Для меня это единственное, чем я занимаюсь на протяжении всей жизни. То есть я с 3 лет на вокале, с 6 на фортепиано, с 14 там песни. И то есть я пробовала уходить в пиар-коммуникации там в университете, но я поняла, что ненавижу рекламу и вернулась в музыку. И то есть для меня, даже вот как мы сегодня были на студии, это какой-то процесс даже медитации своего рода, потому что ты понимаешь точно, что ты хочешь, какой звук, какой бэк, какой голос, там, я не знаю. Для меня это мое, как бы сейчас пафосно не звучало, предназначение, наверное. Я, в принципе, себя даже нигде в другом месте не представляю, потому что я люблю все об этом. Мне нравится быть на сцене, я люблю внимание, я люблю людей, мне нравится выступать, мне нравится менять образы, мне нравится писать. И в моем случае это больше, мне нравится помогать людям, потому что я очень часто получаю, допустим, сообщения о том, что там мне девчонки бывают пишут вот такие текста, что Райхана, я после брейкапа просто вылечилась вашими песнями, просто я себя не чувствую говном, не знала, как забыть о парне. Я очень, кстати, стеснялась говорить, что я хочу стать звездой или артисткой. Я говорила, мам, я звезда. Да, а потом я Ты тоже подумала, так? почему я стесняюсь, типа, вот этого? Я же реально хочу. И больше не придется просыпаться сквозь ночь. Я пришел тебе помочь, меня не отпускай. Теперь я дышу, снова дышу, теперь я дышу, снова дышу. Я читала, что ты, где-то в интервью говорила, что твоя мама, да, слушала Мараю Кэрри? Да. Ну, есть такая легенда, и что она якобы тебе подарила там Emancipation of Да. Me, Да. и что типа это как-то там повернуло. Это правда? Да, они мне вообще... Моя мама и тетя, наверное, привили мне вообще вкус, как и вообще, в принципе, и в музыке, потому что у меня тетя в то время, она уехала тоже в 21, она тоже была такой ребел в семье. Она уехала в 21 год в Лондон, и она привозила мне диски Бритни, показала мне первый раз, что такое MTV Dance. Я помню, я стояла у телека, и мы с ней танцевали. Такая тетя, которая показала тебе MTV. MTV Dance, да. Она вот тоже, она в 21 год уехала, она говорила, что я не хочу здесь жить. Мне больше нравится вот западное все, и она вот до сих пор там живет. А мама мне подарила, мне мама вот слушала всегда Шаде, Мадонну, Уитни Хьюстон. Она мне рассказывала про них. Естественно, для меня это тоже были идолы, потому что мама их слушала. И она мне подарила вот этот диск, где Марайя Кэрри была в золотом платье. И помню, мы в машине этот диск поставим. И я его слушаю, и она мне еще разрешала супер громко ставить, и я учила слова всех песен. И она со мной, мы в машине вдвоем кричали. Себя Получается, выучила. на самом деле, твоя семья большая прям определила тебя, да? Да. Вот штука, могло бы все по-другому сложиться, если бы у тебя не было такого Да, деда, который отправил тебя в Нью-Йорк. Да. Не было бы мамы, которая Показывала. дала тебе диск. Да, я этого не скрываю. Я думаю, это огромная часть меня и того, что я есть сегодня. Это моя семья. У вас есть такое, что вы
ревностно относитесь к таланту друг друга или нет? Кто из Не, вас, вообще нет. круче? Я Если обожаю. по-честному. Он Нет, круче по-любому. Я ее обожаю просто. Вы чё, ё? Прям, мне кажется, вот если бы это было бы, у нас бы не было семьи. Но в плане мастерства он именно в музыке по-любому он круче, потому что у него специальное высшее образование в этой сфере, как бы консерватория. Пианист же еще. Да, да. высшее специальное. Да, Бакалавр. плюс как бы он давно в этой сфере, уже пишет давно, и я все равно прислушиваюсь к его мнению больше, потому что я больше на интуиции двигаюсь. У меня нет такого, что я знаю, как это должно звучать, по нотам или как-то. Вы видели, как мы работаем. Да. А что если вот так? Нет, а может вот так? То есть методом тыка просто, да. И у меня это так срабатывает, но это работает каким-то образом. Но вот в мастерстве именно я считаю, что по-любому. Вы знаете, что она, да, вице-чемпион мира? Да. Всего мира, которого есть среди юниоров, Да. вот всего мира, не так Среди чуть-чуть, молодежи, где-то там это, а вот есть вот все, Да, и я это этим- конкурс всего, и она там, видите, и то вам не дали первое, да, по идее, как мне кажется, Да, что это ты был такой все равно чемпионат. азиатка, это все равно не канадка. Нет, это было не из-за этого, просто первое место было... Сегодня про канал бы как раз-таки. Это в каком Да, году было? это было в 2014 или 2013 году. Что это был чемпионат в Москве, про который мы говорим. И получается, племянница Медведева заняла первое место. Да, или как кто-то такой. Нет, дочка министра финансов. Как некрасиво. Насколько ты считаешь, что твоя супруга талантлива? Да. Очень талантлива? А Как ты относишься? Я вообще не подразумеваю одно понимание таланта, что типа он либо талантливый, либо не талантливый. Нет, у нее есть, самое главное, это стремление к победе. А то, что она талантливая, это само собой, это же видно, очевидно. У нее вот это бешеное понимание того, что она должна выиграть. Это самая, мне кажется, сильная черта характера у людей вообще, которая может присутствовать. И то, что она бальник бывший, а она меня никогда не предаст. Вот это ты это не купишь. Вообще не предаст. Вообще просто человека с детства научили быть с мужчиной рядом и побеждать. Это парный вид спорта, и мы, то есть без него, то есть я просто к чему, шутят просто многие, простой 6 лет пример. вышла замуж. Да, То есть мира. она вообще, в принципе, такой коллективный это, игрок. конечно. Да? Абсолютно. И при этом она на виду, по-любому. И в своем творчестве тоже. Да, то есть я понимаю, что я сама одна, не то чтобы я там ничего не стою, нет, но мне всегда нужна помощь. Я сама по себе, не как кто-то, кто может полностью from scratch, да, взять что-то и сделать из этого результат. Мне нужна команда всегда. Да. Я очень хорошо коммуницирую с людьми и исполняешь. Да, и я очень исполнительная. Круто. То есть если мне сказали, что это будет круто, и я в это поверила, я это буду делать. А самой мне сложно. Когда знаю точно, да, там? Мне кажется, он должен быть в каком-то пустом месте, нет? Да. По идее, это единственное пустое место у тебя здесь. Поставь еще раз, пожалуйста, этот момент. Да, просто нет, там можно... Нет? Агрессивно? Страшно. Нет, страшно. У меня получается такая... Давай я крикну. Сейчас. Давай ты крикни, пожалуйста, да. У тебя была такая достаточно серьезная, очень серьезная, да, танцевальная карьера и такие большие достижения. А стала известной ты, потому что побрилась на лысо. Да. Ты если по-честному, без шуток, как к этому относишься? Это было... Сейчас уже никак. Сейчас уже после того, как уже меня начали недавно воспринимать как... Уже как исполнителя. Как исполнителя, да. И я уже забыла про эту ситуацию. В начале, когда у меня еще не было каких-то там треков, которые люди слушали, когда меня реально знали просто как лысую невесту, мне было дико обидно. Я прям вообще не хотела даже ничего выставлять в Инстаграм, потому что я думала, это вообще нечестно. Почему ты завершила в итоге танцевальную карьеру, учитывая, что ты стала вице-чемпионкой мира? Как получается, я же была в танцевальной академии 5 лет, даже почти 6 лет. И там в Италии у нас была очень жесткая дисциплина, у нас было расписание такое, что там даже пернуть времени не было. То есть мы вставали в 7, у нас был спорт, потом, то есть из-за нас все решали тренера.
мы вообще ничего не решали, мы были как просто солдаты, как в армии. То есть у нас что кушать, куда, куда идти, с кем общаться, с кем не общаться, с кем заниматься, с кем не заниматься. То есть все было решено за нас. И я после того, как нас пригласили с партнером работать в Штаты, и я начала задаваться, не то что задаваться вопросами, они как-то сами начали приходить, вообще, что я делаю в этой жизни, нравится ли вообще мне это занятие, нравится ли мне вот эти При конкурсы. том, что танцевала с 6 лет. Да, и это всегда было сначала мама, потом тренер, потом другой тренер. То есть это всегда было так, что у меня даже вообще не возникал вопрос, хочу я этим заниматься, не хочу. Это было как будто априори. Это моя жизнь, и у меня нет другой жизни. У меня не было ни друзей, ни каких-то там вечеринок, ни детства. То есть если все после школы шли гулять... Ну, как спортивная карьера, то есть Да, всё, я шла на да, тренировку. Я жила год в Бостоне и год в Калифорнии, в Санта-Барбаре у нас была. Это одна студия, просто 2 филиала. Вот, и я просто помню, что я каждый день так уставала, и я не понимала, для чего я это делаю. В чем, какой рост в этом. Вот я уже все. Вот я уже заняла какие-то места, я работаю, и я понимаю, что самые вот... В детстве я смотрела на некоторых танцоров, да, я еще под стол ходила, я смотрела их на кассете и думала, я хочу быть как они, а мы уже пиццу вместе кушаем. Ну, и мы общаемся так, как будто мы уже все. И я понимаю, что они живут такую же жизнь. Они преподают, танцуют шоу, соревнуются, преподают, танцуют шоу, и это как день сурка, каждый день одно и то же. И я просто начала понимать, и что это будет моя жизнь через 10 лет, через 20 лет. Я буду жить точно так же, если я буду продолжать. И я просто, у меня прям было такое отвращение. Но тебе не было страшно начинать с нуля? Очень было страшно, и, наверное, поэтому меня очень сильно обижало, когда мне говорили, что вот ты лысая невеста, потому что я реально не знала, кто я. Я всю жизнь делала то, что мне говорят, у меня не было своего мнения, своих каких-то вообще желаний. И потом, когда я это перестала, я поняла, что я вообще не знаю, что я из себя представляю, кроме того, что я танцор. Какие у меня есть знания, кроме вот каких-то технических, танцевальных там знаний. И я просто была супер вообще потеря. У меня на лбу было написано. И когда меня спрашивали, а чем ты занимаешься, я говорила, я не знаю. Ну вот ты говоришь, что ты в смысле так привыкла, да, что в танцах тебе все время нужен партнер, и это переложилось на музыку тоже. Да. То есть ты без на Болика мою бы... жизнь, в принципе. Вот если бы Болика не было в твоей жизни, вот ты его не встретила вот тогда на студии, стала бы ты сейчас музыкантом, как думаешь, или что бы делала? Мне кажется, я бы стала музыкантом, потому что я считаю... Вообще, я очень сильно верю в судьбу и вот во всякие такие вещи, в знаки какие-то. И это было очень странно, что я в день прилета из Штатов, меня не было, считай, в стране 8 лет, ну и я прилетела, да, и я... Первый же день, вот я утром прилетела, я весь день спала из-за жуткого джетлега, потому что 12 часов разницы. И вечером мне моя племянница говорит, давай пойдем покушаем вместе с моим парнем. Ее парень оказался одноклассник Джахкалиба. И мы пошли покушали и тут же зашли на студию. И там был, естественно, Болик. Они вместе работали тогда над альбомом или что-то такое. И это было, ну, мне кажется, это как-то... Ну, я прилетела, и я тут же попала на студию звукозаписи, и тут же начала что-то там мутить. То есть в тот же день, как я, считай, закончила танцевальную карьеру, как будто бы студия ждала меня здесь, как будто бы я вот прилетела, и я должна была попасть сразу туда и сразу завертеться в этом кругу. То есть у меня не было даже выбора другого, и мне кажется, что даже если бы там не было Болика, возможно, там я бы как-то с кем-то... Ну, в любом случае, тебя кто-то, ну, приведет в эту сферу, так легче двигаться в этой сфере, то есть, чем прийти туда самой и сказать, я хочу быть певицей, я вам заплачу столько-то денег, напишите мне, пожалуйста, песню. Ну, мы можем сказать, что это было inspired же. Да, это было Doja Cat, SZA. Ариана Гранде, это же был... Да, какие-то Ариана Гранде, Megan Thee Stallion, Saweetie. Shout out to all the girls! Women empowerment. Да, вот. Когда будет релиз? У нас грандиозные планы на визуал. Да. На визуал? На визуал. Я просто сказала. На клип? Да, и на обложку. То есть мы, на самом деле, до того, как мы придумали сам трек, мы придумали идею, как это все будет выглядеть. Как мы будем давать концерты, какая будет хореография. Что у нас... Уже все наперед, да? Да, то есть у нас концепт, мы решили вот ключевым словом в треке сделать супергерой. Супер
сила. Суперсила, да, и что вокруг этого все будет строиться остальное. Потому что не хотелось писать, да, извиняюсь, не хотелось писать опять там про какую-то слишком грустную любовную историю. Хотелось написать про каждого, через что мы прошли, чтобы стать сильнее, обрели эту Ну, силу. на самом деле, вайб, да, очень прикольный. И классно, что, то есть, получается, ну, я сама себе супергерой. Да. Да, это кто вот придумал? И мне кажется, это очень круто. Ну, вместе. да. У нас, если честно, процесс вот прям реально все вместе делали и Да. друг другу, То есть вы прям собирались Каждый и куплет записывали, писали все писали вместе. слова прям Да. вместе, Да, да? мы на разных студиях собирались, Или на разных дома, локациях, где мы дома, да. да. кушали, ужинали, потом сидели, Винишко писали. пили. Это очень редко, когда фиты пишут так, что обычно и там кто-то пишет свой парт, другой артист пишет свой парт, и они такие вот, ну, все, go. А мы писали каждый куплет вместе. И Да, если, допустим, мне и Сиюше, допустим, не нравится что-то в куплете Райханы, Райхан это меняет. Ну, то есть это не было такого, что это мой куплет, я решаю. То есть мы полностью 100% каждый Ну, мы решал. вообще, мне кажется, мы даже это пришло к тому, началось с того, что мы изначально договорились, что когда мы начнем работать, что давайте все делать вместе и прислушиваться друг к другу, потому что, ну, когда начинается какая-то непонятная Competition? когда начинается вот это competition, или каждый пытается что-то свое впихнуть, и тот человек делает это потому, что он не хочет, ну, обычно так очень часто строится так фиты. Давайте все вместе, go. Серьезно? Yes, let's go, let's go. А как это сделаем? Они просто будут здесь стоять, и мы будем, типа, попробуем. Ой, сделай так sweet, like the way you... Да. А лучше подойди или подойди. Давайте Запись звука – процесс изобретательнее и нестандартнее, чем кажется на первый взгляд. Для идеального звучания своего нового трека героини нашего выпуска проводят в студии круглые сутки и будут работать над ним еще несколько недель, хотя песня давно написана. А вот Билли Айлиш записала свой первый альбом дома. Роллинг Стоунс когда-то колесили по Европе с трейлером, напичканным техникой и проводами. Radiohead записали один из своих лучших альбомов в старинном особняке. А Arcade Fire однажды для записи купили себе церковь. И в Rebel, то есть я четко вижу, где взмах, где второй взмах. Есть. Ну, типа, если честно, звук практически одинаковый. Любой звуковой эффект, который вы слышите в большом кино или рекламном ролике, не появляется случайно с кадром. Сегодня мы покажем процесс озвучки, покажем, как выглядит самый летний и освежающий звук – звук коктейля Мартини Фиера Тоник. Но для того, чтобы озвучить коктейль, нам надо его приготовить. То есть ты так росла на классическую пианистку, Да, академическую? Да. То есть ты каждый день как минимум по 3 часа занимаешься, перед там важным мероприятием по 8 часов сидишь, занимаешься. И, ну, надоело, да. Хотелось попробовать себя в чем-то новом, 16-й год. И что-то я разговаривала с папой, и он говорит, ну, у тебя же уже есть какие-то там какие-то знакомства в Италии, хорошая страна, Милан, там такой фэшн-город, попробуй. И я начала искать в интернете и выбрала университет просто по интерфейсу сайта, который мне быстрее всего ответили, больше всего понравились. Поехала, сдала экзамен по итальянскому, я на тот момент уже немного говорила, но я университет не закончила, потому что
Сначала я очень стеснялась, кстати, говорить, что я не закончила университет, пока не поняла, что у тебя нет высшего образования? Что у меня нет высшего образования. То есть у меня среднее специальное в академии. И какое-то время, как я только вернулась в 2018 году, я придумывала какие-то истории, что я... Ну, то есть у меня еще тогда не было материала выпущенного. И когда знакомилась с людьми, там, я говорила, ну да, я там кто-нибудь, не знаю, переводчик. Могла что-то выдумать, потому что я очень сильно комплексовала, пока я не увидела очень много людей классных, крутых, успешных, которые не закончили университет. Вот, и сейчас как бы я очень рада, что я не потратила еще больше своего времени, да. Все пройдет, ведь он не тот, кто тебе нужен. Пусть все машины обливают лужами, кружит этот мир, проблемами душит, но все пройдет. А как твои родители отнеслись, что ты вот, ну, решила заняться исполнительской какой-то карьерой и не закончила университет? Я училась в университете, и через месяц я поняла, что я ненавижу рекламу. Я ненавижу все, что с ней связано, не хочу в этом разбираться. Но так как я переводила в Казахстане одного итальянского маэстро, Могол, ему там 80 лет, он приезжал с курсами в Казахстан, и как бы в академию меня попросили попереводить. И, ну, то есть я ему понравилась, он говорил, приезжай учиться бесплатно. Я поехала на композиторов, в общем, и вот там как бы я не чувствовала, как пролетает время. То есть мы там садились в 9, перерыв на обед, до 6 снова ну, как бы учеба, и потом после ужина мы еще продолжали до 12 что-то вместе писать, просто потому что хотели. Вот. И я поняла, что, ну вот как на парах я сижу и считаю просто время там на компьютере, смотрю, когда это закончится, и как там неделя просто пролетает, я поняла, что я хочу вернуться к музыке, потому что после учебы я 9 месяцев не прикасалась ни к фортепиано, ни к чему. Вообще ничего не хотела делать, потому что, ну, классическое обучение, оно очень сложное. И мне кажется, оно за все это время, там, за сколько, 14 лет меня так вымотало. Да, от себя. Да, что, ну, то есть мне до сих пор иногда снятся сны, когда я прихожу на на урок или на экзамен неподготовленный, и у меня вот этот вот мандраж. Ты поехала учиться в Нью-Йорк, вернее, закончила там старший класс, да, и осталась учиться. Да. Почему не училась на музыканта? Это вот был лично мой выбор какой-то. И мне родители говорили, есть в Нью-Йорке школа, Juilliard Music School. Конечно, да, это очень, легендарная. ну, да, легендарная. Мне мама говорит, ну, может, попробуешь туда, ну, это же Juilliard. Я говорю, мам, нет, я пойду в бизнес. И мои родители вообще, ну, не понимали, почему ты хочешь в бизнес, мы тебя поддерживаем. Обычная история наоборот. Наоборот, я когда, верно, я когда рассказываю там где-то в интервью, и все такие, так, ты придумываешь или что? Вот, и я поступила, и я поняла, что мне, там не нравится. Не хотела остаться в Нью-Йорке? Я вернулась 5 лет назад почти. И да, но если бы нет, я бы, наверное, не занялась, возможно, так музыкой. Поэтому я стараюсь находить во всем небольшие знаки, что ли. Я это всегда знала, что я этим хочу заниматься. Я просто почему-то... Когда уже приняла решение? Да, я просто почему-то этим... После того, как я ушла с работы, я работала вот... Ребята как раз только открыли студию, где мы снимались, 26. Мой друг, вот Фара, он только открыл свою студию, они там сделали это помещение. И я напросилась к ним работать. Я говорю, давайте я вам буду делать СММ, а вы мне будете давать бесплатные часы в студии, я буду работать. Они такие, все, без проблем. Я вела их как бы Инстаграм, там где-то помогала, мы еще друзья. А они мне вот давали работать с музыкой. Мы вот с Алиной написали вот этот трек «Навсегда». И я получила большую поддержку просто сразу же. Вот меня поддержали бюро, потом меня пригласил Оспанов на Джазистан, там Харперс, и знаешь, как бы столько всего было сразу. И я поняла, что, ого, возможно, я что-то правильное сделала. И все, и я такая, черт, что же я раньше этого не делала? И потому что мне нравилось все эти процессы съемки, выступления, общаться с людьми. Я это все люблю, я просто не понимаю, почему я раньше этого не брала. Но опять-таки, я склоняюсь к тому, что всему свое время какое-то правильное.
Ну куда-то. расскажите, как вы воспитываете своего сыночка прекрасного, рыженького? Мы с ним пишем буквы мелом, он их повторяет. Играем с ним в алфавит только по очереди. Я говорю, он говорит, ти. Я говорю, си, он говорит, ти. Но это такие игры сейчас. Да, да. А в принципе в воспитании у нас нет таких каких-то, мне кажется, прям отличительных, не знаю. Мне кажется, подсознательно многие вещи делаем, потому что у нас родители вложили сами. Ну, как-то при воспитании по-новому как-то. или так же строго? Да, конечно, как по-новому. Нет, конечно, по-новому. У нас весь дом изрисован. Мы Всё ему можно, даем да? ему Ну, относительно. свободу. Не все. Хлеб нельзя бросать. Ну, получится. Типа такого. Хлеб, ну да, Ну, ноги за там какие- на какие- стол нельзя ставить, Да, такие да. вещи. А там рисовать, пластилин там на стенах, еще что-то. Это ништяк, это наоборот. Да, Мы сами интереснее дома как-то, знаете. Особенно, когда белые стены, их можно так уродовать, что вообще кайф. Там все остается. Он еще вот так у шкафа, помнишь, он такой рисует правой рукой такой, берет левую и такой. И дальше идет, цветочку поставил. Уже можно сказать, что ваши отношения прошли проверку на прочность? И вот прям... Да не, мне кажется, всю жизнь мы будем проходить. Да. Я не уверен, что мы такие, да, конечно, мы друг друга любим. Завтра, ассалам алейкум, с утра пораньше, как настроения не будет. Ну, то есть, это какой-то философский вопрос, мне кажется. У нас было пару моментов, когда уже прям было... Пару, пару. Но с каждым разом, наверное, становится все более... С каждым разом, когда мы перешагиваем какое-то такое сильную какую-то ссору, и у нас пару моментов прям было таких, что мы уже все, развод. Вы из-за музыки ругались когда-нибудь? Ругаетесь Конечно. Это первое, из-за чего мы ругаемся, самое давайте так, да. Ну, в Большая этом и на рождается, самом мне деле, кажется. работать вместе и быть вместе, это, мне кажется, самое сложное, что может быть в отношениях. Но зато результат прикольный. Да, я тебе потому скажу. что оба хотят хорошего результата друг для друга, то есть, как Болик, как мой продюсер, да, как тот, кто вообще благодаря кому я начала заниматься музыкой, он очень сильно болеет за каждый мой трек. И иногда, если мне что-то не нравится в том, что мы сделали, его это очень сильно обижает. Но он тебя потому контролирует или как-то диктатура какая-то? Не то чтобы диктатура. Поклонение, она еще руку мне целует. Я приходит домой, о, господин. Нет, конечно, мое мнение всегда учитывается, но у меня иногда бывают такие эмоциональные качели, что это все фигня вообще, вот все, что мы сделали. А я там это полгода всё... типа выношу трек, Да, а у сердце него мое там. Он говорит, А я что-то такая, знаешь, что-то- вообще я тут решила зашло, блогером да? стать, вообще в целом. Что-то не Бывало мое, это такое, петь, но оказывается. это было А давно, есть такие сейчас- моменты, у тебя все тебя взрывает. Да, и в такой момент он говорит, все, тогда мы разводимся, потому что я для чего вообще это все делала. В итоге ты закончила этот кэмп. Я закончила кэмп, уже не помню, 17-й год, по-моему, это был. Причина вообще, по которой я уехала из Италии, была то, что я хотела переехать в Москву со своим тогдашним молодым человеком, который был в Казахстане. И ты хотела переехать в Москву? Я хотела переехать, да, то есть, это был сложный момент, я не знаю, одобрит ли мой папа, если я его оглашу, но это был первый момент, когда мы уже встречались на тот момент 3 года где-то, и то есть мой папа впервые со мной поговорил вообще очень честно, я хорошо помню, то есть он приехал в Италию проведать меня, с родителями, мама с папой приехали, и я стояла так на кухне, и он на меня смотрит, говорит, почему у тебя глаза потухшие? Я говорю, не знаю. Говорит, тебе не нравится здесь, да? Я говорю, нет. Он говорит, почему, из-за него? Я такая, тоже. Что сказал папа? Он сказал, говорит, я себе позволю, говорит, одну вещь, которую мне очень сложно, вообще он впервые со мной вышел на такой очень серьезный разговор, сложный. Вышли на улицу, шли до трамвая, и он мне говорит, мне очень сложно сейчас об этом говорить, но, то есть, если ты хочешь, я переступлю через себя в какой-то мере и разрешу тебе переехать в Москву. Но, говорит, то есть, если сейчас, он вдруг будет давать заднюю, то я больше о нем не хочу слышать ничего. И я, получается, забрала документы, я там закрыла какие-то экзамены, забрала вещи, поставила университет на паузу, там можно на 8 лет ставить на паузу университет, и приехала в Астану. И пока я была в Астане, мы расстались. Так, подожди.
Да вы не знали, вы же читали? Нет, подожди, я-то готовилась, у меня целый блок вопросов про твоего сына Паскаля, но я думала, что это другой. Нет, у меня Что не ты так щас много разго- отношений Что ты было. говоришь сейчас про другого парня, Нет, нет, нет. который был до сына Паскаля. То есть, получается, это были твои первые отношения в жизни. Ну да. да, И такие что, из-за него ты нормальные. перестала учиться, собиралась с ним уезжать? В Москву, да. Вот сейчас, я, честно говоря, когда читала, я была очень удивлена. Очень. Что? Ну, ну, потому что мне кажется, вы как будто из разных вселенных вообще. Да, да. Абсолютно разные люди. Что, Да. чем он тебя так увлек? Ну, не знаю, ну вот по-честному. По-честному, просто я была маленькая девочка, а он был крутой музыкант, иностранец, симпатичный. Почему крутой? Ну, вот можно честно? Ну вот кроме того, что он пел на казахском языке. Он очень талантливый на самом деле. Как вы расстались? И в каких отношениях? Ну, расстались по телефону. Просто там вылезла одна деталь, и из-за нее как бы все остальные, знаете, камни поднялись наружу. Ну, то есть вы говорите, что мы выглядим как будто бы с разных планет. То есть я была 18-летней девочкой, там ему уже было сколько, 28. Просто мне сложно как-то... Он там, ну, то есть он мне предложил просто... Он мне сказал, что я вот такой человек, ты меня принимаешь или нет? Я просто не смогу. Я не могу сказать, пусть он сам скажет. Я не смогла принять. Там какие-то взгляды просто очень разные на семью, на отношения. Поэтому да. Но после этого, просто для меня это вот в 21 год был такой как ледяной душ. Я проснулась, стеклышки все вот так вот розовые, как потрескались, рухнули. И я поняла, что я должна сама научиться сейчас работать в студии, писать песни. Что тебя обрушило больше? То, что он как бы, ну, в смысле, то, что ты с ним занималась музыкой и как-то начала вот чувствовать, Но нет, что это твоя профессия, или все-таки в первую очередь? Просто у меня вот в 2018 году не было работы, учебы, отношений и как бы творчества. Я не знала, как сама это все делать, да, то есть я там в гараж-бенде сама писала, но остальные процессы в студии я не умела их делать. И мне на помощь пришел мой друг Марк, с которым мы барабанщик, и просто мы каждый день работали, вот с весны до лета, мы просто каждый день работали на студии, что-то делали. В итоге мы написали 7 песен, которые мы не выпустили еще. И в какой-то момент я начала писать вот эти песни, которые вышли в альбоме. И да, то есть у меня даже, у меня альбом, он вот так по хронологии идет, то есть причина, как бы мое состояние, прощание, то есть как 5 фаз смерти. Я сейчас прямо сейчас тебя буду проверять. Потом, как я возвращаюсь к жизни и безоружен уже про другого человека. Мимолетные мутки. Ага, все-таки. Все-таки началось все с мимолетных муток. Ну, я узнала потом. Всему. Ну, у тебя нет такой какой-то мстительный, может быть, такое, знаешь, такое ощущение реванша какого-то? Реванша? Ну, может хотя бы быть... профессионального. Ну, что профессионально-то, наверное, но все-таки я думаю, что здесь я, наверное. Как? Я говорю, что профессионально, наверное, все-таки вы сегодня уже в разных состояниях. Я думаю, что был реванш, чувство как бы мести тогда. Но я думаю, как я выпустила альбом, меня реально вот все отпустило. То есть, как я выпустила песни, там, сколько это было, через год, меня полностью отпустило, мне вообще никаких там не было эмоций. И я говорю, когда он женился, я была очень рада, что человек нашелся, который серьезно, который его понял. А вы как работаете? Как работаете? Кто-то должен остаться? Ну, в смысле, допустим, если выступления какие-то? Сейчас у нас студия там и все такое. Да, до этого, вот на самом деле, это у нас сейчас для меня самый такой большой, не знаю, как, не то чтобы трабл, а
я пытаюсь как-то разрешить эту проблему. Мы пытаемся, да, потому что у нас постоянно вот такое вот. Из-за этого у нас тоже часто ссоры, потому что, допустим, у него дела и у меня дела в этот день. Ну и как бы, и там обычно в такие моменты мы отвозим к маме. Но сейчас, так как у мамы пост и так далее, мы не можем постоянно ее загружать. А у нас очень сейчас такой период, постоянно то съемки, то записи, то что-то еще. И у нас постоянно кто возьмет ребенка с собой. Да, потому Но что у меня есть отменять- скидка, потому что я работаю в подвале. Да, У меня студия в отменять- подвале находится. Это И не там, скидка, типа, это твоя отговорка ребенку просто. Это дышать. просто. У его Скидка? студия Чё находится. отговорка? Скидка? Его студия находится в подвале. И там нет, она не проветривает это здание. И каждый раз, когда. А мы типа переживаем, что ему нужно всегда воздухом дышать, такие вещи Да. тонкие. В принципе, я нас тоже в сижу с ним, основном- что такое? Да, вчера, допустим, сидел. Не кормил, сидел, но не кормил. Нет, да нормально все было. Слушай, ну дедушка вообще, да, получается, у вас главный в семье человек. Ну да. Он главный, но тем не менее он, наверное, такой один из самых справедливых и честных, таких доблестных людей, которые я знаю. Он прям сильно на тебя повлиял, я так понимаю, правильно? Да. Ну, когда меня спрашивают, допустим, если кто для тебя самый такой важный человек в жизни, я, наверное, скажу, что это мой дедушка. Он меня очень сильно поддерживал с детства, и он мне, наверное, вообще дал понять, что такое свобода. Что он, никогда меня ни в чем не ограничивал. И, в принципе, дома. Ну, то есть, как-то его хочется, знаешь, он такой родитель, которого ты уважаешь, слушаешь и хочется слушать, а не идти против. То есть, вот. Традиционная семья, то есть тут мужчина главный. Да. Да? Но... И при этом нет, все тебе позволяло, поддерживало. Да, мне кажется, вот именно вот это воспитание, что он объяснял мне с детства, как бы, что правильно, что есть хорошо, что есть плохо. Ну, вот какие-то базовые вещи, но при том он давал мне ошибаться, он давал мне понимать, что-то щупать в жизни, отправил меня очень рано за границу. Получается вообще, то есть, я правильно понимаю, что в принципе вот как бы такой, какой мы тебя знаем, да, после твоего обучения, в принципе всю твою жизнь фактически, да, тебе помогал дед и направлял дедушка. Ну да, вообще вся моя семья, как бы дед, моя мама, она огромную роль в моей жизни играет тоже. Мне дома там никогда не говорили, там, что ты, Райхан, не должна работать или что-то. Работай, зарабатывай, делай, что ты хочешь. Ну, как бы, то есть... Развивайся. Да, развивайся. То есть даже какие-то там мои аутфиты я там показываю маме, дедушке, она такая, ладно, красиво. Ну, то есть, знаешь, где-то там, может быть, я чуть-чуть откровенно, но как бы они понимают, что я от этого, не хуже или там... Да, не становишься Да, и порочнее. мне кажется, да, и вот, знаешь, мне кажется, еще и поэтому, потому что ты когда это как-то с уверенностью преподносишь, что ли, и люди как-то по-другому. То есть мне почти не было никогда такого, что типа, ой, Райхана, что-то там одела. Или там что-то какая-то там полуголая, что ли. Как-то вот, знаешь, такого нет. И, не знаю, возможно, потому что ты преподносишь это так, что это нормально. Я себя чувствую уверенно, это красиво. Что вообще в этом такого? Я что, от этого хуже стало? И вот когда я пою об этом, и когда мне девчонки пишут, что вот вы мне помогли, там, при какую-то уверенность, там, мне было плохо, я понимаю, что, скорее всего, я могу помочь с этой стороны, с тем показать, как правильно, и поддержать, что, блин, так можно жить, и, типа, это вполне реально, и вполне реально с нашими родителями, и с нашими, там, дедушками, бабушками. А вы, получается, приехали в Казахстан из Китая, да? Я в 1962 году убежал, приехал без паспорта, без ничего. Мои родители все там остался. Я в 1962 году приехал. А сколько вам было? 19 лет было. 19 лет? А что там было? Я один. Там вот начался гимнастик, в свое время начался гимнастик. Да. Вот тогда, это в 1962 году даже так был. Я кончил институт примерно, физический, математический. И вы убежали сюда? Да, сюда убежал. А семья там Наш осталась? народ убежал сюда, все. Это время все СССР поддержки требовал, поддержки. А фактически поддержки не было. Его все родственники, братья, сестры там находятся. В Китае? Да. 11 человек. Все там. Родители там. Они живут там? Не знаем, что там. Вообще у них, получается, связи никакой нет? Что с ними, что как. Потому что это очень опасно для них, связываться с иностранцами. Ну, то есть
Если увидят, что они звонят или пишут кому-то в другую страну, их могут наказать за то, что они даже связываются с родственниками. Мы жили каждый день. Вот я себе всегда каждый день. Завтра освободиться уедем, завтра освободиться уедем. Вот все эти, вот все эти яма, до сих вот пор живем. все эти 59 лет я живу. Как будто завтра уеду. Освободиться, завтра уеду, освободиться родину. Паспорт до сих пор я не получил. Я сказал, я хочу только быть гражданином уйгуров. Я просто хотел быть гражданином одного государства. Своего. Даже я не получил. Вот так и живем. Мечтой. То есть у тебя есть какие-то, как-то твоя позиция гражданская, да, она отражается на твоей работе, правильно я понимаю? То есть есть какие-то компании, с которыми ты не будешь работать, потому что они китайские? Да. Ну, то есть даже такие прецеденты не были? Не то, что китайские, потому что, допустим, есть компании, которые вот снабжают, допустим, камерами в этих лагерях, в этих тюрьмах. Камеры? Допустим, да, вот камеры слежения, допустим, есть технологические компании, там, китайские, которые снабжают этими. Ты с ними отказываешься работать? Угу. Да? Да, ну, мне кажется, это вообще очень важно, потому что, ну, во-первых, опять-таки, я говорила, да, что для меня важно моя репутация, да, и, естественно, если я продвигаю какие-то там месседжи, интересы, что-то поддерживаю, и потом иду против своего слова, ну, как тогда люди будут вообще тобой мотивироваться, как вообще они будут, ну, тебя воспринимать? И для меня, ну да, это очень важно, то есть, допустим, там у меня было предложение какого-то саб-лейбла, вот, китайского вот этого, и я по этическим соображениям, ну, сказала, что я отказываюсь. Но это было абсолютно спокойно, они такие, ну, мы все поняли, то есть, потому что, ну, опять-таки, это я ничего против не имею, но это мой выбор лично, я имею право отказаться. А как это потом пришло вот это ощущение, что ты все-таки, ну, ты музыкант? Это ты очень артистка. такой долгий путь, на самом деле. Совсем недавно я начала уверенно себя чувствовать в этом образе. Я даже уже делая треки, уже выпуская, до сих пор у меня не было... Когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, у меня язык не поворачивался сказать, что я музыкант или артист. Я думаю, ну я не музыкант. Ну, блин, нет. Вот Болик музыкант, а я, типа, непонятно пока что я делаю в этой жизни. Сейчас, как только я начала уже сама брать ответственность полностью за конечный результат, за то, что я поняла, что, ну, это моя жизнь, это произошло буквально, наверное, месяцев, полгода, может, назад. Хотя я этим занимаюсь, 2 года. Белое вино, черное белье, при свечах, наплевать на все, только мы вдвоем до утра. Нихуя все эти слова, просто мишура, только до утра. Ты же шаришь ночью, все друзья. У меня вот на карантине из-за того, что не было ни выступлений, не было ни заработка никакого, и был заработок с одной рекламы. Я постоянно делала рекламу в Инстаграме. Я подумала, ну и пофиг тогда, буду только этим заниматься, вообще не буду, потому что я как будто вкладываю столько времени, столько всего для того, чтобы писать, для того, чтобы это все делать, и выступлений нет, со стриминговых, естественно, ничего не капает, и это было такое немножко... И в какой-то момент просто меня переклинило, я подумала, нет, я артист, я этим буду заниматься, и мне не важно вообще, сколько там у меня подписчиков, как они это вообще, нравится ли им эта музыка или не нравится. Да, я начала просто, я подумала, я буду делать то, что мне нравится, и все. И как только я это решила, у меня сразу, как-то вселенная так сработала, сразу начались очень много предложений по выступлениям или по коллаборациям, даже с какими-то рекламными брендами. Но если до этого ко мне обращались как к блогеру, хотя я вроде ничего такого не поменяла, но в голове как-то у меня поменялся взгляд на это все, и мне уже начали предлагать типа какие-то вместе с там на студии что-то отснять, то есть как-то там какие-то музыкальные, в общем, ну как музыканты уже начали даже ко мне обращаться в таких планах, там какие-то заказы по гострайтингу начали приходить для того, что, ну я пишу тексты тоже для других и так далее, для каких-то заказов, вот, и да, и только недавно я стала, ну, четко понимать, да, четко понимать, что это то, что я делаю, это я, и
Я уверенно могу сказать, я музыкант, я артист, я делаю то, что я делаю. Ты читаешь рэп. Я читаю рэп, да. Ты еще и рэпер, женщина. Я в первую очередь рэпер, потому что это мне очень легко дается. И я сначала думала, наверное, лучше петь. Ну, как-то я же все-таки девушка, и это как-то, немножко я боялась идти в эту... Но это очень мужская территория, да, до последнего времени буквально. Да, я очень боялась, на самом деле, идти в эту, не знаю, как это назвать, в этот жанр, да, потому что это реально очень мужское, и там девушек, в принципе, очень мало, тем более тех, кто пишет сам, я, не знаю, честно, у нас, по крайней мере, вообще не знаю. И я, на самом деле, вначале очень сильно, не то чтобы стыдилась, а я как-то кринжевалась, что ли, типа, не знаю, как это все не так. Но мне придали уверенность очень много рэперов наших, которые очень сильно начали меня поддерживать, просто ни за что. Они начали реально писать мне, такие. Вот очень сильно мне дал веру Хиросима есть, он очень сильно в меня поверил. Это круто. Он очень сильно мне помог в плане... Я просто к нему один раз обратилась, говорю, ты можешь, пожалуйста, мне помочь с текстом? Он говорит, ты можешь сама. Я знаю, что ты можешь сама. Я же видел, как ты работаешь. Ты, типа, вообще не парься. Тебе не нужен я там. И в тот момент я подумала, реально? Или, допустим, ребята, да, с Ириной Кайратовной очень сильно, некоторые, да, они прям, там есть панчи, у тебя нереальные панчи. Если мы не берем сейчас какие-то такие радикальные ситуации, кто ваша аудитория? Золотой квадрат. Честно, я обожаю свою аудиторию на самом деле, потому что я уже 4 года сейчас этим занимаюсь, у меня реально есть мои фэнс, которые на каждый мой концерт приходят, которые я вижу, я знаю их лица, я знаю, у них есть со мной там фоточки какие-то, я прям знаю даже их имена, их ники в инсте. Они религиозно приходят на все мои выступления. И религиозно. Я очень люблю свою аудиторию, потому что мне кажется, у меня аудитория, мне даже многие друзья говорят, что она думающая. Не знаю, возможно, потому что я пытаюсь петь со смыслом и пытаюсь вкладывать какой-то смысл в свои песни, возможно, поэтому. И у меня аудитория не маленькие дети, то есть у меня 17+, то есть там до 35, вот так вот. То есть у меня как раз-таки молодежи такой очень мало тинейджеров. То у меня девушки, мамки такие. Мамки? Да, это те, кто следят за моей жизнью. То есть они не обязательно знают мою музыку, не обязательно ее слушают. Может быть и слушают, но они больше пришли за мной, фанатеют, да, от того, как я живу, как я одеваюсь, как я там... у них прям, знаешь, такое, вот как вы так, я тоже так хочу. А музыку слушают парни в основном. То есть у меня также есть несколько лиц, парней, которые, я тоже знаю там их ники, которые всегда приходят и всегда орут наизусть все треки. И это очень прикольно. То, что, да. У меня была интересная история, когда я поняла, что моя аудитория это не только маленькие девочки, но я думала, что у меня в большинстве там девочки, не знаю, от 13-14 лет, тинейджеры. Но потом я как-то была в гостях, и там сидели ребята с Шымкента, примерно мои ровесники, и они говорят, типа, безоружен, сен хитун ғой, такой говорит, біз, говорит, Шымкентте, говорит, терезелерді жабамыз, и говори свой. То есть они закрывают окна, чтобы ребята в Шымкенте их не засмеяли. Как ты видишь свое будущее? Вот сейчас у тебя есть дистрибьютор, да? Российский. Есть, можно я это скажу, готовится обложка твоя первая, да? Большого издания. Есть, я видела, вроде бы интервью тоже в другом издании, да, Космо, Harper's Bazaar. В общем, в принципе, есть какие-то появляются такие большие атрибуты большой уже такой серьезной карьеры. Мне бы хотелось в первую очередь, чтобы у меня были какие-то качественные видеоработы, потому что, то есть профессиональные клипы. Мне бы хотелось, не делать больше перерывов в музыке. Я не буду скрывать, мне бы хотелось попробовать Москву. Москву? Москву. Потому что, мне кажется, такой логичный
шаг, если цель наращивать свою аудиторию. Не знаю насчет своих там амбиций по поводу мировой карьеры. Сейчас не могу понять пока. Но я же начинала еще с Италии работать. Если вдруг все откроется, то мне бы хотелось попробовать возобновить с ними, потому что я пишу на итальянском тоже иногда тексты. А по поводу России, я сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, кто-то сравнивал тебя с Монеточкой. Да, да. Нет Ну, это самый частый, ну, как бы для меня, мне это никак, то есть это как бы хейт, но мне все равно, потому что я знаю, что я выпускалась раньше Монеточки, я знаю, что я не подделываю ее голос, у нас они просто похожи, вот так сложилось, поэтому меня это никак не задевает, вот, и если будет возможность, мне кажется, было бы даже прикольно с ней сделать фит, два одинаковых голоса, потому что как-то сестра поставила в машине папе песню каждый раз. Он говорит, о, Асия, что ли, поет? Ну, то есть даже папа родной, да, не подумал, что это я. Ты сегодня все уже музыкант, не блогер, но люди все равно пишут, они комментируют все твои видео, да, пишут комментарии под постами. Как ты относишься сегодня вот к этой реакции? И какая она сегодня поменялась? На самом деле сейчас у меня просто какая-то мертвая активность в Инстаграме Но по сравнению TikTok с тем, есть что или нет? было раньше. Ну и ТикТок, и Инстаграм, да, просто я сейчас очень сильно сконцентрировалась на музыке и на создании музыки, что я перестала активно вести Инстаграм, перестала делать то, что ждут от меня люди. Я начала постить то, что я хочу. Если раньше я думала, нужно запостить то, что зайдет, то, что будет, то, что людям будет нравиться или не нравиться, в любом случае это заходит. И постоянно там что-то такое, и я постоянно думала о том, что нужно сделать какой-то контент, чтобы поддерживать активность на моей странице. Сейчас я вообще перестала об этом думать. Ну, вот эти 2 дня мы с тобой видимся, ты оба дня в платочке. Можно я вам покажу? У меня здесь лейкопластырь просто. Почему ты скрываешь от нас свою прекрасную лысую голову? Просто у меня лейкопластырь здесь, я не планировала, честно. Просто я 2 дня назад кушала и ударилась головой. И у меня... Покажи прическу свою красивую, роскошную голову лысую уже в конце концов. Хорошо. Она, Боже, наверное, какая вся красота. помятая. Нет, это очень красиво. Прическа помятая. Да? Ну просто вот это я Да из-за этого... как рэперша выглядишь, надеваю. на Да, самом как деле. мне еще зубочистку. Как Всё ты вместе. относишься ну вот когда говорят про казахстанскую музыку сегодня, да, ну она такая вот прям звучит, начала, да, Звучит звучать, конкретно. особенно последние За последние несколько 3 лет. года разнесли к чертям просто рынок российский. Все. Просто все. И это вау. Это вау. Но в большей степени это все-таки мужские, да, голоса или нет? Ну да, конечно. Почему, конечно? Ну потому что у нас не готовы девчонки еще рамсить. В Вот смысле? первый. Ну, вот сидит девчонка Вот, я ей твоя, говорю, собственно. ба, что я ее мужем стал? Ну, не тупой же я тоже. Я понимаю, что она может не Россию, она в Америку спокойно может залететь. Аж так, подожди, давай Спокойно. вернемся. Там Я просто, всё зачесалась. там момент, там, Я тоже все чешется. Слушай, как да, будто вот это- да, там сам момент просто веры в нее. Я уверен, что она разнесет вообще спокойно. Джакали пробил, скриптонит пробил, и давай щеглы, все там, лимба сломал там, все ломают. И все, то есть все, оно пробилось, потекло. Там кислый с Боной он шатают там на Урганте, ой, не на Урганте, где-то на музыкалите что-то. То есть, ну, их, Да. наших ребят, просто самих по себе, их никто не проталкивал. Пацаны друг другу помогают и что-то делают. Там у нас очень много их, я даже перечислять не буду. Так, подожди, Не мы у авторитет нас здесь. вообще Женская волна эпизод тема. посвящен Женская волна. женской Всё, музыке. туда, Про да, если женскую чё, можешь, всё, конечно. конечно, могу. Скажи что-нибудь про женскую музыку. Раньше как было? Раньше было так, что у них всегда были лейблы, продюсеры, им всегда Да. все писали. А Да. сейчас появились девушки, которые пишут сами, делают все сами. Самородки, девушки, которые Да. тоже начали делать это. Вот Ну про да. них. Что ты думаешь об этом явлении? Тебе это нравится, не Классно нравится? же. Ну, мы же что? от тебя обсуждаем тебя. Это. Женская волна новая, алло. Я люблю, как поет Асиюшка, у нее классные песни. У Райханки классные есть розы. Я обожаю эти песни. Вообще, девчонки молодцы. Ну, действительно, это кайф, то, что я могу слушать. Да, про пацанов вообще вот бесконечно можно пацаны такие молодцы. А Ну, девчонки, конечно. да что там?
классно. Не, ну девчонки Да. по-любому классные, раз уж вы, ну, тоже с нами, как бы. Ты моя жена, прикинь. Ты по-любому Раз уж крутая вы- должна быть, и ты крутая. Почему? Потому что твоя жена? Нет, потому что она крутая, поэтому она моя жена. Два его, да, ставим? Мне тоже он очень Да. нравится. Бекки? Да. Смотри, вот здесь ты, короче, слезы, прям сделай атаку. Слезы. Да. И вот здесь ко мне, раскрой голос. Ко мне. Эй, слышь, call the police, тут Мулана сияет, Райкана Муке. That's good, that's really good. Все хорошо. Все больше и больше артистов начали ездить и продвигаться в России, и ты понимаешь, почему я не могу делать того же самого здесь, как бы, ну, то есть, будучи каким-то парнем там с Павлодара, допустим, ты уезжаешь туда, и у тебя получается. И ты понимаешь, наверное, будучи здесь, аж что мне мешает сделать или заняться собой здесь. Ну, то есть... Потому что что? Потому многие что люди, мне видеть чужие кажется, истории успеха, да, да, мне какие-то кажется, это большие. очень вдохновляет людей. И мне кажется, что это вдохновило очень много наших ребят. Ну, тот же самый Минбек, допустим, да. Ты понимаешь, что это абсолютно не имеет значения, откуда ты, кто ты, как ты выглядишь, и вообще все эти факторы, что неважно где ты можешь это делать. Мне кажется, что очень вот этот вот страх, возможно, мне кажется, вот такой даже в менталитете какой-то есть, что пробовать что-то новое. То есть это смотивировало тоже многих начать этим заниматься. То есть потому что раньше были действительно только той, а сейчас появились какие-то еще альтернативные площадки, там, не знаю, клубы, сольные концерты, фестивали для такой музыки не тойской. Никогда вообще не задумывалась над этим, почему именно сейчас это произошло. Но, скорее всего, это из-за того, что диджитал реально быстро начал развиваться, и это стало легче. Если раньше тебе для того, чтобы продвинуться, раньше как это нужно был продюсер, нужен был лейбл, нужны были огромные вложения. Сейчас, допустим, просто есть ТикТок. Ну, да, на то достаточно, пошло, которым да, надо тебе научиться пользоваться. Такая демократизация, да? Да, тебе произошла? даже, ты можешь все делать сам. И тебе не нужен кто-то для того, чтобы как-то в тебя вкладываться или что-то для тебя делать. Сейчас очень много самородков, тех, кто сами пишет музыку, сами пишут слова, там некоторые сводят сами треки, и в принципе для этого не нужно много. То есть и для того, чтобы продвинуть себя, в общем-то, в принципе, это сейчас стало гораздо легче. Мне кажется, То есть стать из-за что? этого. Стать успешным стало легче? Быть Стать замеченным? известным стало легче. Вот опять-таки вот это вот возрождение медиа, да, возрождение социального, ну, мира интернета, и оно дало людям, возможно, даже услышать другую музыку и побуждается какой-то новый вкус, потому что если, допустим, раньше люди слушали только определенную музыку, сейчас появился интернет и куча разных жанров, допустим, если в той же самой там Америке жанров куча, и на них всех есть люди, какие-то слушатели. У нас как будто бы были вот несколько жанров, вот эти вот поп, той музыка и как бы и все. А сейчас столько разных артистов, и мне кажется, они пробуют, потому что ты понимаешь, что тебя все равно найдется тот, кто тебя будет слушать. То есть ты найдешь свою аудиторию, да. Ну, если, смотрите, подытожить, да, рассвет, снимаем, да, теперь снимают, рассвет казахстанской музыки, да, мы поняли, что интернет, да, наверное, повлиял, что демократизация какая-то, да. Мне кажется, что вот сейчас то, что мы переживаем, это еще и ко всему прочему расцвет женской музыки в Казахстане именно. При том, что, ну, допустим, если мы говорим про последние несколько лет, да, ну и выходили, да, на какую-то международную там сцену, все-таки больше мужчины. Да. Сейчас, мне кажется, ситуация меняется, согласны? Ну, я связываю с этим. Ну, что это Мне как кажется, вот? что это, в принципе, вообще, в общем, мировое даже влияние, ну, которое влияет на всех, потому что как бы как во всем мире начали, не то что пропагандировать то, что у женщин тоже есть свой голос, то мы можем говорить, что мы можем наравне с мужчинами петь, читать рэп и выходить на такие-то уровни. Мне кажется, что это все приходит, ну, по цепочке ко всем, потому что мы все читаем одни и те же СМИ, мы все, в принципе, смотрим одни и те же там новости и социальные сети. И мне кажется, что это дает уверенность многим людям и подпитывает. Ну, то есть ты видишь, и ты думаешь, блин, почему я не могу, допустим, да? Почему вот этот там пацан читает рэп, а что я не могу? Ну, это с какой-то модой на феминизм связано или нет? Или это просто вот какое-то, ну, что называется, время пришло просто? Ну, я связываю, если не в Казахстане, я связываю в мире, да, я однозначно связываю. А в Казахстане?
Казахстане, мне кажется, ну, В Казахстане нет. просто до сих пор еще мало девушек. Ну, то есть, мне кажется, все еще мало. Я тоже которые думаю, да. поют, там, сами Делают музыку. пишут, да, как-то двигаются в этой сфере. И, наверное, это просто, мне кажется, связано со временем, со сменой поколений, с тем, что, опять-таки, о чем мы говорили в начале, что это теперь не только поющие трусы, а как бы появились какие-то примеры того, что вот можно по-другому. Не как просто красивая картинка, которая там открывает рот и поет в микрофон. Ну, а что-то большее. И мне кажется, что просто чем больше нас таких, тем больше нас таких будет. Ну, то есть, опять-таки, я почему сравниваю с каким-то влиянием, потому что, ну, мне кажется, это неизбежно. И мне кажется, что вот чем больше нас таких, тем больше мы даем, показываем как бы другим девчонкам, насколько это возможно и что это реально возможно.